За последние 2 недели произошел резкий подъем больных. У нас в отделении находится 52 больных, а по стационару по утренней сводке было 193. То есть за сутки поступает более 20 больных. Пациенты тяжелые, половина из них находится на искусственной вентиляции легких. В сравнении с первой волной ковида новые штаммы не щадят молодых и детей. В инфекционных палатах их становится все больше, как и людей пожилого возраста. Из-за резкого скачка коечный фонд в республике увеличили почти на 16%. 160 дополнительных мест выделено в Малгобекской и Сунжинской районных больницах. В тяжелом состоянии лежат больные 80-го года рождения. Есть больной 96-го года рождения, тоже молодой. Но очень тяжело протекает у него процесс, то есть больной держит сатурацию на 10 литрах, то есть это существенно. То есть ранее так агрессивно себя вирус не вел. Тяжелее поддаются терапии, чем если сравнить со второй волной. Биологическая терапия тоже слабее у нас на сегодняшний день идет. Мы знаем, что сейчас появились новые штаммы, и вирус очень агрессивно себя ведет. Новые штаммы, новые последствия от них, но симптомы все те же. Не нужно ждать, когда у вас пропадет обоняние и вкусовые ощущения. Высокая температура, озноб на протяжении нескольких дней – уже серьезный повод обратиться к врачу, в амбулаторную сеть или больницу по месту жительства. Там сдать мазок на ковид. Если результат положительный, учитывается процент поражения легких. Если он больше 26%, то требуется госпитализация. Если меньше, то лечение может проходить в условиях самоизоляции. Предугадать рост и последствия начавшейся волны коронавируса невозможно. Пока что цифры неуклонно растут вверх. Меры профилактики не изменились. Ничего надежнее медицинских масок, антисептиков, социальной дистанции и вакцины не придумали. Вокруг последнего пункта идут ожесточенные споры среди населения. На сегодняшний день мы получили несколько типов вакцин от новой коронавирусной инфекции. Гам-ковид-вак – это первая вакцина, которую мы получили, это двухкомпонентная вакцина. После этого в республику поступила и, собственно, на наш склад хранения вакцины поступила вакцина Эпивак, Ковивак. И вот буквально вчера мы получили новую вакцину, облегченную, Ковивак Лайтон, спутник Лайтона называется. У этих вакцин разные условия хранения. Например, вакцина Гам-ковид-вак, для нее нужен определенный температурный режим. Это температура минус 18, не выше. Это условия хранения. То есть при более высокой температуре данная вакцина храниться не может. Поэтому для хранения данной вакцины нужно специальное оборудование. Если мы говорим о вакцине Эпивак, то здесь температурный режим более такой щадящий, то есть до плюс 8, от плюс 2 до плюс 8 условия хранения вакцины. Поэтому эту вакцину удобно использовать выездным бригадам, поместив вакцину в специальный термоконтейнер переносной. Можно вакцинировать пациентов на дому, например, постельные пациенты. Показаний и особых различий, кроме транспортировки и интервала между уколами, официально нет, поэтому рекомендовать конкретную вакцину врачи не могут. Бывает даже вот по лечению, например, ковида есть рекомендации, они спускаются, обновляются, и там четко прописано вот такой препарат. Тогда-то можно использовать. А вот по вакцинации пока таких четких инструкций нет. Считается, что Эпивак более щадящая. Эпивак, Ковивак более щадящая, и ее рекомендуют использовать онкологическим больным. Но это тоже настолько неофициально, на уровне вот так вот слухов, так что, чтобы вот это была аннотация, как положено у любого лекарственного препарата, и было прописано, что вот данный препарат рекомендуется тем-то, 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 такого нет, к сожалению. Все они практически идентичны, если говорить о результатах клинических исследований, поэтому выбор вакцины берут на себя врачи. Но у желающих сделать прививку также остается право выбора препарата. Осложнения после вакцины все те же – повышение температуры тела и легкое недомогание в течение первых суток. Допустимо покраснение и припухание в месте инъекции. Могут быть и более тяжелые последствия. Это индивидуальная непереносимость. Но такая аллергическая реакция возможна на любой препарат. Более сложных случаев выявлено не было. Не поступали такие больные. И не поступали больные после вакцинации, у которых, можно сказать, появились признаки ковида. То есть ходили слухи, что после вакцинации есть риск того, что у больного может
прогрессировать заболевание. То есть таких случаев у нас тоже нет в стационаре. И привитых больных, вот, по крайней мере, вот в моем отделении, инфекция номер 3, мы же спрашиваем, собираем анамнез у больного, то есть никто из больных не прививался. Вакцинация – процедура добровольная, но вот ношение масок в нынешней ситуации становится обязательной процедурой, которую большинство населения до сих пор игнорирует. На остановках, в маршрутках, в магазинах встретить человека в маске – большая редкость. Рекомендации врачей, как, впрочем, и Роспотребнадзор выносят, но вот соблюдают их единицы. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.